Я вот приехала в ППЖ, и вот собаку хотят сдать. Сказали, что он кастрированный, молодой, породистый, порода какая-то у него там мудрёная. Хозяин на СВО погиб, собаку некуда девать. Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. И снова предательство. К сожалению, мы сталкивались уже с этим не раз, но привыкнуть к подобному невозможно. И невозможно оставаться равнодушным, когда видишь, как жизнь, полная любви и заботы, рушится из-за человеческой черствости. Этот гладкошерстный красавец был домашним любимцем. К сожалению, его хозяин погиб на СВО. И что решили сделать родственники? Сдать его в ППЖ. Да, именно так. От квартиры, дома, от вкладов, денег они почему-то не отказались. А от животного, которое было частью семьи, просто решили выставить за дверь как ненужный мусор. Он привык к домашнему уюту, к ласке, к любимому человеку рядом. В общем вольере, где царят свои законы выживания, он просто не выживет. Он очень уязвим перед жестокой реальностью ППЖ. Посмотрите на его потухший взгляд. Он не понимает, что произошло, почему его предали, в чем он виноват и чем заслужил такое отношение. Смотреть на него без слез невозможно, он ужасно худой. Взгляд полон несчастья и отчаяния. На лапе и хвосте уже появились проплешины. То ли это аллергия, непонятно, чем его кормили эти наследники, то ли от дикого стресса, а может быть, даже скорее всего и от того, и от другого. Только мы все вместе можем дать этому мальчишке второй шанс на будущее. Шанс поверить, что на Земле есть еще человечность, что не все люди жестокие предатели. Шанс снова почувствовать себя домашним, любимым и нужным. Он пережил потерю хозяина, он пережил предательство близких. Но теперь его судьба в наших руках. Давайте все вместе сотворим для него чудо. Найдем новый дом. И снова Барагонский ППЖ. Перед закрытием переправы, благодаря общим усилиям, нам удалось вывести 8 хвостиков. 3 из них наша группа взяла на свое попечение, благодаря вам. Спасибо, что вы откликнулись и поддержали нас. Наши спасенные Арчи, Норд и Айна уже благополучно добрались до Москвы. Прошли все необходимые обследования, стерилизацию, кастрацию и теперь готовы к поиску нового дома. Сейчас переправа вновь открыта. И у нас появился шанс спасти еще хоть кого-то из этих несчастных. Сердце разрывается от мысли, что мы не можем спасти всех. И как выбрать, кого спасти, когда каждый из них заслуживает шанса на жизнь? Среди этих несчастных есть 2 невзрачных, черненьких мальчика. К сожалению, на таких, даже не знаю, как их назвать, не ярких, что ли, собак, редко обращают внимание, и их шансы на спасение минимальны. Также там есть овчарка, которую бросил собственный хозяин. Причину предательства мы не знаем, но это и не важно. Если вы нас поддержите, то мы готовы приложить все силы, чтобы спасти хотя бы этих 3 хвостиков. Ситуация в Якутске очень напряженная из-за чумы. Мы очень боимся и прекрасно понимаем всю серьезность положения. Но остаться в стороне, пройти мимо и бросить этих несчастных на произвол судьбы мы тоже не можем. Друзья, давайте объединим наши силы. Все вместе изменим еще хоть чью-то жизнь к лучшему. Давайте спасем еще хоть кого-то из этого барагонского ада. Сейчас нам невероятно сложно. Социальные сети постоянно блокируют. Наши помощники теряются. Общая напряженная обстановка очень сильно отразилась на пристройстве. Его просто нет. Еще плюс болеющие животные. Они очень резко подкосили нас финансово. Сейчас все очень грустно и тяжело. Руки опускаются. Мы реально не знаем, что делать дальше. Без вашей помощи, без вашей поддержки спасения просто не будет. Друзья, вся наша надежда только на вас. Спасибо огромное, что вы с нами.
Спасибо за вашу доброту и отзывчивость.